Реально вроде я видел это видео, блин. Манкуртизм, болезнь этого века. Туалар, я комментарии не читаю, тут очень много накидали, я чуть позже потом буду читать. Ой, бля, комментарий очень много. Потом под конец почитаем комментарии все. Тут новостей просто накидали, пацаны. Этот, почитаем. Так, из новостей российских СМИ. Россия предложила США свои природные ресурсы, чтобы быстрее победить в войне, которая ведется за то, чтобы защитить эти ресурсы от США. Многоходовочка. Многоходовочка, блядь. Нихуя, да, блядь. Это вот это и есть называется нахуй. Не то, что хоть конем нахуй. Тут, блядь, ход нахуй жопой нахуй получается, блядь, дырявый. Все хотят поживиться природным богатством Украины. ЕС теперь хочет предложить Украине сделку по редкоземельным металлам, но в отличие от США на взаимовыгодных условиях. А Путин решил подторговать редкоземельным металлом, расположенным на захваченных украинских землях. И уже предложил это Трампу. Ну, сейчас вот здесь, блядь, садится, сука. Секунду. Садится. Все заработало. Я в эфире, нет? Сейчас. Вырубился. И этот телефон. Wi-Fi тупой здесь. Так. Во-во-во. Сейчас покажу я вам. Пришел интернет, пришел. Во-во-во. Блядь, как это. Видать? У Илона Маска, блядь, сосет ноги, блядь, Трамп, блядь. Трамп, блядь. Ну, явно фейк это, блядь. Взломали экраны департамента США и показал видео, где Трамп облизывает ноги Маска. Дональд и Илона шалунишки. Тут пишут, нахуй. Шалунишки, блядь. Ах, сучки крашеные, блядь. А тут и думаю, нахуй, блядь. У Трампа, блядь, и с Маском что-то не то, блядь. Если даже, блядь, нахуй посылал, блядь, Трампа, блядь, сын Илона, блядь. Пошел нахуй, или что там говорил там, блядь. Вчера, блядь, заткнись, блядь, нахуй. Папа мой говорит, когда, блядь, заткнись, нахуй. Не папа, значит, это мама, что ли, или папа. Я как-то ролями там, сука, определились они хоть, нет, блядь. Какой из них, блядь, сука, пидор, блядь. Страны Европы и Канады анонсировали помощь Украине на этот год. Британия передаст 5,6 миллиардов, Финляндия передаст 4,5 миллиона на восстановление инфраструктуры, госуслуги и евроинтеграцию. Норвегия выделит 3,5 миллиарда евро, в том числе миллиард на гуманитарную поддержку и 300 миллионов на энергетику. Испания передаст миллиард евро и создаст украинский хаб в провинции Аликанте. Швеция передаст систему ПВО Робот-70 и Тридон МК-2 на 113 миллионов. Дания предоставит около 285 миллионов долларов на вооружение и боеприпасы. Канада передаст 25 ПМП ЛАВ-3, 4 тренажера для F-16, боеприпасы и 5 миллиардов замороженных активов РФ. Ну как вам, сумочка, нормально? Набрали? Набрали, нахуй? Как говорится, на семечке Зеленскому останется. Так что это, блядь, давайте. Бабки нахуй уже потикали нахуй. Так что работаем, братья. Как я говорю, работаем, братья. Братья, работаем. 3 года его войска дохли на Донбассе для того, чтобы отдать редкоземельные металлы американцам. Это какой-то пиздец, товарищи ватники. Холопы, хавайте, барину виднее. Ну да, это чего у нас болотное что-то ляпнуло. Чмойка. Не забыли, что его фейс нахуй? Проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, напрягает, я хочу это подчеркнуть, напрягает больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из, безусловно, лидеров по запасам этих редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, в Кавказе, в Кабардино Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали совместно с любыми иностранными партнерами, включая с американскими. Наш был за 500. Что за 500? Хуй его, наш сам, блядь. Меня что за 500? Наш сам, блядь, нахуй. Я глотну-ка. Он вообще мне дал узкие блядь. Короче, еще интересно. Вот, услышите. Давайте сейчас я его вам доведу. Кабардино-Балкария. Дагестан это, грубо говоря, блядь. Где нихуя ничего не выкапывается, блядь. Нищенские районы. Это пиздец, нахуй. Хуже, чем Башкортостан в данный момент. Значит, там дохуя, так скажем, блядь, залежности. Представили. И эти гондоны там ничего не делают. Почему? Как раз таки тот Рустам говорил, черкес, что в Дагестане очень дохуя нефти, как мы поняли, и еще что-то газа, блядь. Итог какой? Получается, этот черт, блядь, рассказывает, блядь, всем уже на весь мир, блядь, что, блядь, нахуй, вот эти, блядь, места, Кабарда, Якутия, да, он сказал, блядь, Тыва, блядь, чужие, блядь, нахуй, земли он будет отдавать Америке. А нам хуй с маслом, всем. Але он начинал на себя говорить на Башкортостан, на Татарстан, перескочил сразу, блядь, туда, блядь, в Тыву, блядь, из Якутии, блядь. Ну, так скажем, блядь, нахуй. Нас, наверное, он забыл сказать, почему? Потому что считает нас своими землями. А те, как бы, ну, так скажем, блядь, окраины. Окраины он примерно озвучил. Мурманск, да, сказал он, блядь, нахуй. Север и Кавказ. Вот прикиньте теперь. Вот он сам высказался об этом. Получается, здесь уже в наглую даже, тут отмазки никакие не прокатят, что эти все земли, регионов, блядь, где есть свои хозяева, подобие нас, башкорты, татар, там, кабарда и так далее, блядь. Вот после этого, блядь, нахрен, вам теперь обращаюсь, народу этих земель. Почему у вас в нищете жизнь, как говорится, продолжается, а какой-то пидор Путин ваши земли сейчас уже, не то, что сами они грабили, до этого то же самое происходило, поймите, это не, это не нонсенс, блядь, это происходит всю жизнь, 500 лет, грубо говоря, блядь, в рабстве, как мы, после падения Казани. И думаете, блядь, нахуй, что вот эту хуйню теперь афиширует, что, блядь, ваши земли будут разрабатываться еще глубже и еще больнее, нахуй, блядь, и без вазелина. А вы молчите дальше. Почему? Почему вам, блядь, вот всем, блядь, не доходит, что нужно просто взять в руки не совок и кирку, нахуй, который вы пойдете копать, нахуй, добывать это, металлолом, нахуй, под землю, блядь, по 20 тысяч рублей в месяц, нахуй, блядь, а он будет продавать его, нахуй, за доллары. Вам легче же, блядь, за эти 20 тысяч рублей, блядь, взять в руки, нахуй, автомат и идти на Москву, блядь. В чем проблема? Что вас держит, блядь? Сдохнуть боитесь? Лучше, нахуй, быть ишаком, нахуй,
как у них в армии ишаки уже пошли, блядь. Или верблюдом, нахуй. Да хоть кем будьте, нахуй. Все равно будете ослами, нахуй. С киркой, нахуй, блядь. И все. И как сегодня сказали, типа, кто будет шутить обезьяны с гранатой, нахуй. Или вчера я где-то слышал, блядь, кто будет, говорит, шутить с обезьяной с гранатой, блядь. Ну, типа, с Путлером. Кто с ним будет? Поэтому пытается с ним договориться, блядь. Поэтому, блядь, еще раз призываю, блядь, тугана, блядь, давайте, блядь, чуть-чуть, нахуй, хотя бы добавим, свою гордость найдем, а. Найдем, блядь, гордость Кавказа. Найдем гордость башкиртов, татар, блядь, и всех остальных наций, блядь. Почему у нас эта гордость куда-то потерялась, блядь? Наши родители же, как говорится, жили, как говорится, в этом, так скажем, блядь, нищете, в этом вот в бедствовали, так скажем, блядь. Все это видели наши предки, блядь. Ну, у нас же, наверное, блядь, уже как-то в 21 веке, блядь, изменилось. Уже ведь, наверное, пришло время изменить нас всех, блядь, что мы можем, блядь, встать в 21 веке и сказать, пошел нахуй Путин, блядь. Заебал уже нахуй, блядь. Мы хотим сами жить, не хотим воевать, не хотим, чтобы ты грабил наши земли. Почему? Мы не можем это сказать. И даже тот процесс, который я вам говорил до этого, 50 на 50, 60 на 40, допустим, с Францией, разработки, в будущем, если даже доживем до этого, даже это с узкожопами сейчас не устроит. Вот, допустим, мы, когда пойдем разъебывать Москву, узкожопые скажут, окей, договоримся, все ваше, только чуть-чуть будет давать. Нихуя. Не чуть-чуть, нихуя, ничего не прокатит, ничего. Он скажет, почему? Допустим, да, узкожопые скажут, почему мы же хорошо жили, то все, блядь, нет, мы неплохо жили. И последнее, то, что мы увидели, вот мы видели, то, что мы увидели, люди 21 века, это мобилизация и уничтожение наших народов, блядь. Земля это хуйня, все это хуйня, блядь. Людей нету. Еще никто не научился создавать людей, поймите, кроме Аллаха одного. Никто нас не создаст, блядь, заново. А землю, и вся вот эта хуйня, то, что есть там, его Аллах Талям создаст. Еще появится газ, если не остался, нефть появится, проблем нет. Если уж все закончится, значит, придет время апокалипсис, да, говорят, все, и уйдем все вместе, иншаллах, в рай. Проблем нет. А вот сейчас создавать нас никто не может. Это просто тупость того, что вы сами себя, унижая, идете на войну, тем самым говорите, что, блядь, вы с узким миром, блядь. Где вы с узким миром, блядь? Где он сам нагло высказывает, что Кабарда, я просто в аху, блядь, я никогда не слышал, что Кабарде что-то будут копать, блядь. Только что недавно начал привыкать к Дагестану, что они не нищеброды, нахуй, они богатые, оказывается. А тут еще нахуй добавили Кабарду, блядь. Про Кабарду даже не говорим же мы никогда, да, видите? Потому что мы считаем, это Кавказ, все, Дагестан, Кавказ, внутри все. Мы их не разделяем. Черкесию тоже не разделяем. Черкесы, Кабарда, по идее, хуй поймешь, где что, блядь, нахуй. Если только на карту не посмотреть, понять, где они находятся. Мы не поймем. Мы примерно большие участки можем понять. Ну, конечно, и свои они, нации, каждую свою зону должен свою аул знать, блядь. Мы-то не знаем, я не могу знать это все, где что, блядь, где. Примерно знаю, Дагестан где, Чечня где, примерно знаю. А те мелкие хазы где-то, блядь. И в итоге получается что? Получается, блядь, нахуй там эти народы, получается, блядь, не нищие, блядь, по идее, блядь, по их богатствам, блядь. Мы только не можем понять, что, блядь, нахуй, вот это дерьмо, блядь, нахуй, 500 лет, которое, блядь, нахуй, держит нас в рабстве, плюс это 25 лет, этот уебок, блядь, путиносос, блядь, так скажем, блядь, нахуй, Петром его назвать нельзя, конечно, блядь, я не знаю, как его назвать можно. Последний кто был? Чмо, короче, какой-то, нахуй, узкожопый, нахуй, блядь. Может он узкожопый, может он еврей, мы же не знаем, что за говно это, блядь. Мы же даже его миллиатен не блядь, нацию не знаем, блядь, его. Поэтому я считаю, что вот эти слова уже доказывают то, что, блядь, мы все, блядь, до такой степени, нахуй, блядь, ну, так скажем, блядь, унизились. И вот это искать нашу гордыню при помощи, допустим, высказываний наших предводителей, так скажем, до нас, которые топили, там, Ахмад Закаев, Ичкерия, который говорит, там, Кашапов, из старых, так скажем, Габасов, вот этих всех, если мы будем вспоминать, то у нас только один выход остается, блядь. Один выход только. Чтобы, вспоминая вот это все, мобилизоваться в новую, получается, Йоан Холкана, и собрать с наших народов, со всех народов, собрать одно хотя бы войско, блядь, которое пойдет тупо просто прямо на Москву. Не зацикливаясь туда-сюда, не надо уже идти даже. Допустим, да? Давайте посмотрим такой вариант, блядь. Пойдем на Москву, и получается там каждый свою возьмет. Сколько унесешь, нахуй. Главное, блядь, найти этих мразей, которые там заседают в данный момент. Найти и порешать с ними дела. И все. И Москву передать Киеву, нахуй. Чтобы, блядь, Киев там все рулило, и больше никогда не слышали слово город Москва. Никогда, блядь. Вот просто забыть и закопать это слово Москва. Чтобы там было, нахуй, я не знаю, блядь, Киев, нахуй. Я не знаю, как-то назовите его, нахуй. Зеленский, блядь, назовите его. Зеленский, город Зеленский, блядь. Я не знаю, как, блядь. Вот примерно так, чтобы мы забыли туда вообще. Туда, я не представляю даже, если бы там не было бы бабла, допустим, туда смысла нет даже ездить, блядь. Вот на работу, допустим, да, чисто туда, из-за того, что в Башкортостане нету бабла, ты ездил туда на работу, допустим, в Москву или Сибирь. Все, понимаете, в Москве по сути нехуй делать, блядь. Кроме торфа там ничего нету, блядь. Ничего, блядь. Поэтому, когда у тебя грабят твою землю, вот по его словам, да, грабят твою землю и продают Трампу, и строят свою Москву они, и регионы сосут член, блядь, моржовый, ну я не знаю, блядь, как вас поднять, блядь. Почему, блядь, Башкортостан, Татарстан, Лашуна, блядь, Курт Росович, Шет Росович, Ичкерия, Дагестан, все же понимаете, почему вы ходите по хуистически, объясните мне. Что у вас, блядь, это до такой степени, вас что, в семье не учили, что, блядь, нахуй, за народ надо топить, блядь? А? Я не могу понять, почему у вас такой мощный какой-то похуизм, блядь, даже не эгоизм, а полный, блядь, бредовый похуизм, почему у вас так? Почему у вас родители, блядь, не подгоняют тому, что, блядь, нахуй, Балам, без Башкортла, без Татарлар, без Чечен, Дагестана, блядь, без Урсана, Сергей Пишбес. Почему у вас нет такого, блядь, разговора за столом, разговора на кухне, за чайником, за чаем, блядь, за чаком, нахуй? Ну и почему нету этого у вас, блядь? У меня, наверное, эта мысль была бы всегда, наверное, даже с Сега Бутаганда, допустим, оказывается, Кянанда, наверное, у меня была мысль, наверное, такая, что, блядь, Москва надо Сега. Понимаете, вот так я размышлял бы. Почему у вас нету этого размышления даже? Не знаю, блядь. Так, вот здесь самое интересное, нахуй, про узбека одного. Усманов, Барат Усманов, что ли? Усман Баратов. Барат Усманов. Короче, Усманов заявляет о пытках, первое интервью Аламджонов после, да. Голова узбекского держит в ШИЗО, короче. Ну, вот этого чувака, президент узбекского землячества, ему дали 4 года колонии за мем с петухами, что держит в ШИЗО. Усман Баратова. Ватандош. Вот этого чувака.
Помните его?